ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10 утра, территория бывшего межшкольного комбината по улице Синюкова. Мэры и сотрудники профильных ведомств проверяют ход ремонта. После завершения работ здесь должен открыться детский сад компенсирующего типа под номером 50. Он предназначен для детей с особенностями развития. При полной готовности ожидается 11-12 групп. Это примерно 150 или более детей. Родители будущих воспитанников сада принимают самое активное участие и помогают подсобным трудом. Этот садик для них – вопрос давней надежды. Родители, конечно, очень ждут. Не проходит дня, чтобы звонков не было. Как дела, Инна Рустамовна, чем помочь? Я, конечно, очень благодарна за поддержку и за помощь реальную. Потому что веники, ведра, совки, подмести. Мы все это делаем вместе. Заодно и общаемся по нашим детям. Этот сад мы 5-й год ждем. Мы с родителями 5-й год ждем. И, в общем-то, меня спросили сегодня про оптимизм, а деваться некуда. Однако на сегодня говорить о полной сдаче объекта рано. Продолжаются работы по благоустройству. Все подготовлено к укладке асфальта, установлен бордюрный камень, впереди возведение огородок между участков веранд и так далее. Одна из важнейших проблем – вода в подвале. От нее пытаются избавиться не первый день, но пока она продолжает появляться. По стенам от сырости в некоторых местах даже пошел грибок. Есть вопросы к участку кровли и так далее. Изначально работы планировали завершить в июле. Учитывая обстоятельства и погодные условия ранее, сроки сдвигаются, а общая цена вопроса составляет теперь 2 миллиона 900 тысяч рублей. Вопросов нет. То, что они задавали вопрос, что не хватает денег, я имею в виду по объемам, по проекту, мы этот вопрос решим, я думаю, решим положительно. По благоустройству никаких сомнений нет, что мы его, как они обещали, 20 августа, мы думаем, что 1 сентября 100% благоустройства будет закончено. Тут сомнений нет. В части тех работ, строительных работ и по кровле, и по осушению подвала, и по благоустройству, 1 сентября ее закончим 100%. Отдельный вопрос – внутренней сети, а даже еще точнее пожарная сигнализация. Договор с подрядчиком, который должен был ее сделать сейчас, будет расторгнут по обоюдному согласию из-за неправильного проекта. Далее снова придется выходить на торги с техзаданием и проводить всю процедуру, чтобы в итоге все было сделано по современным правильным стандартам. Особенно если учесть, что дети здесь будут с особенностями, и своевременное оповещение для организации эвакуации – вопрос не банальный. Учитывая объем всех работ, когда доделают? Если мы поэтапно будем идти, тогда да, мы состоимся даже до декабря. Когда параллельно можно выполнять работу, я думаю, что там это все можно сделать где-то на месяц, на полтора быстрее. Максимальный срок планируем, что это будет все-таки 1 ноября, но планируем, что это где-то в течение октября мы его сделаем. То есть введут в строй новый детский сад компенсирующего типа по прогнозам мэра в ноябре 2018 года. Пока продолжается оформление надлежащей документации и набор персонала. Уже есть люди на 6 групп. Деньги на внутреннее обустройство, посуду, игрушки, утварь и так далее администрация пообещала найти. Заведующая рассказывает, что планов на после открытия громадье. Надеются на активное участие родителей и дальше в жизни детского сада и своих чад. В общем, учиться будем вместе.